я куратор проекта, в пространстве которого вы находитесь, «Город и промысел», встреча в Казани. Мы тут рассказываем про традиционное искусство поволжских татар. Ну и сегодняшняя встреча наша вот большая, на которую вы пришли, тоже будет, в общем, к этому иметь прямое отношение, к татарскому искусству. Собственно говоря, я, чтобы нам быстренько успеть и везде все посмотреть, потому что времени у нас действительно очень мало, у нас 10 залов, большое пространство, просто скажу, что мы с вами, где мы с вами находимся и в когда, собственно, чтобы вы могли ориентироваться. И заодно вот я принесла с собой префельты вот этой работы, можно это тоже все пощупать в том виде, в котором войлок находится до того, как его сваливают. Вот. Это тоже традиционный промысел, вполне себе. Не так он сейчас, конечно, актуализирован, возможно, если вы будете приезжать в Казань, в какие-нибудь сувенирные магазины, например, или еще что-то, но все равно это вполне такое местное свое. Кроме того, это вещи все крашеные абсолютно естественными красками, то есть тут нет никакой химии, это все, что дает природа Поволжья. Вот. Могу еще какую-нибудь ракушку выдать, вот так вот буду держать. Вот. Ягоды чаще. Мы с вами находимся на рубеже 19-20 века и находиться будем в городском пространстве, точнее в городском квартале татарском, в Махале. Хотя мы говорим, что у нас встреча в Казани, но на самом деле мы подразумеваем вообще в принципе любой большой город, где татары компактно селились своими кварталами. Почему время это взяли? Потому что время очень интересное для исследователя, если вообще смотреть на историю поволжских татар в целом. С одной стороны, идут преобразования в промысле, про которые я вам в других залах расскажу, про то, как промысел меняется, собственно говоря, в городской среде, и как городская среда под его влиянием тоже изменяется. А с другой стороны, и это, конечно, время промышленного переворота и так далее, в общем, много всего интересного внешне происходит. А с другой стороны, это еще и время национального строительства. Потому что, наверное, для вас, для всех не секрет, что до фактически рубежа веков или до конца XIX века понятие национальности было, в общем, нам достаточно чуждо. В метриках у вас могла быть одна из двух записей. Или вы великороссы, или мусульмане. А история, которая имеет отношение к национальному строительству, она началась уже гораздо позже. И вот в этот период многие этносы занимаются вот таким вот самоопределением. Приходит потребность какая-то критическая в том, чтобы себя определить более уже, не просто с позиции веры. И это всегда очень интересно, потому что два процесса, внешний и внутренний, сходятся. Очень бурное время, очень разнообразное для поволжских татар, поэтому мы на этом времени остановились сразу. Вот. Здесь у нас только одна работа, современная, Альфии Ильясовой. Она сделана специально для выставки. Для музея это всегда большая удача, когда у тебя есть возможность заказать современную работу. Мы ее сделали по нескольким причинам. Наша задача была, во-первых, сформировать такие ворота во двор, немножечко, так сказать, почистить вашу оптику, потому что многие наших посетителей ожидают, что если они в татарскую выставку приходят, то их сразу завалят тибетейками, вовсе это не так. Вот это могут быть другие масштабы, другие цвета, вообще другая орнаментика и так далее, и вот об этом тоже хотелось поговорить в первую очередь. Ну и, конечно, взять предмет, который максимально антивандален, но максимально контактен при этом, потому что выставка зимняя, очень хотелось вас обнять и сохранить вот возможность такого контакта с предметом, хотя бы с одним вот таким большим. Это ручная работа, натуральная краска, 15 килограмм войлока, полгода работы. И какие-то элементы, вот у нас они выпуклые, не просто так мы сделали такие детали этого самого рисунка, а для того, чтобы показать в макроразмере ушковую технику мозаики, характерную только для поволжских татар. Вы потом в маленьком размере тоже увидите. И это не наша фантазия, это вещь взятая, ну, то есть орнаментика взята с молитвенного коврика XIX века, он у нас тоже дальше висит. Вы его, вас немножечко поселить в пространство татарского языка, это помогает ближе воспринимать культуру.
И каждый зал – это история про максимум, про ценность, которая формировала в том числе татарское национальное самосознание. Но и через определенные ассоциации мы рассказываем и про тему зала. То есть вот здесь у нас зал Шижерет, родословная, но мы рассказываем про то, что родословная как таковая, то есть список своих предков был невероятно важен для татар и остается, собственно говоря, очень большой ценностью семейной. И ничего удивительного, в такой достаточно бурной истории, которая случилась у татарского этноса, вот такие вот опоры в виде понимания истории собственной семьи, какой-то вот прокинутой в прошлое, это, в общем, была такая база, за которую можно было держаться, несмотря на какие-то сложности, которые происходили с людьми с удивительной чистотой, прямо скажем, с этим этносом. Но мы здесь рассказываем, конечно, не про родословную как таковую какой-то конкретной семьи, а скорее про родословную татарского искусства, про его историю. И вот в этом столе у нас размещены предметы тех государственных образований, которые в этом месте, в этой географической точке присутствовали еще до того, как сформировалась Казанская губерния в составе Российской империи. Это Болгарское царство и Казанское ханство, которое было составной частью Золотой Орды. Почему такое время пояснила, почему такой состав предметов? Потому что моя задача приучить ваш глаз к орнаментальным схемам. Чаще всего именно они такие вот ведущие ниточки для того, чтобы исследовать искусство конкретного этноса. Орнаментальные схемы держатся достаточно плотно в истории, и по ним можно делать выводы о художественном наследии между культурами разных периодов. И, безусловно, татары были, конечно же, в этом отношении наследниками и Болгара, и Казанского ханства. Что здесь интересно? Это, конечно, растительный орнамент, который может работать и как фон, и акцент, например, вот как в этом изразце. Общехарактерное для исламского искусства, но и понятно, что для татарского тоже это будет явно видно. Достаточно плотный контур, который вы всегда будете видеть во многих композициях. Текст, который является не только декоративным элементом, но и объектом, который придает дополнительный смысл самому предмету в том числе. Вот как, например, на этом зеркале средневековом. Ну и самая известная орнаментальная схема, которая держится очень-очень долго, это вот видно здесь на поясных чашах, достаточно тонкая насечка, гравировка, поэтому я вас прошу приглядеться. Донца чаш гравированы букетными композициями. И вот такие букетные композиции вы потом будете встречать на вышивках, на головных татарских уборах уже в XIX веке. Практически без изменений. Будут те же самые законы. Какой-то цветок будет солировать, обязательно будет достаточно плотное оконтуривание, ни одной прямой линии, и композиция часто вписана в фигуру, давлеющую круг. Здесь вот у нас еще отдельно подвески, височные кольца болгарские, достаточно редкая и невероятно красивая вещь и технически сложная с точки зрения ювелирного дела. Это XII век, как я уже сказала. Почему мы их отдельно поместили? Потому что в базу визуального кода, на основе которого ты свое искусство формируешь, входит не только некое копирование или восприятие орнаментальных схем, но и мифология, фольклор и все то, что мы называем нематериальным наследием. Вот эта вот история тоже про мифологию. Вы в центре видите птиц, это утки. Почему я могу точно утверждать, что это утки? Потому что у них раскрыты клювики, и в самих клювах такие маленькие горошинки еще. И это иллюстрация тюркского мифа о сотворении мира.
о том, что когда-то утка нырнула в мировой океан, достала первый комочек земли, и вот таким образом началась отстройка Земли, да, и вообще жизнь на Земле вот с этого. И подвески у нас здесь в виде желудей, тоже все не просто так, потому что дуб действительно невероятно крепкое дерево, долгоживущее, и чаще всего он ассоциировался с таким земным воплощением мирового древа. Я здесь скажу вот пару слов буквально по поводу этой витрины, не так много у нас времени, но это важно сказать. И это мы рассказываем нашим посетителям обязательно в первую очередь, что татары не гомогенный этнос. И на самом деле субэтносов татар существует много. И это все, вот с точки зрения искусства, не разные народы, но очень не похожие друг на друга. Есть субэтническое разделение, например, татары-мишари и татары-казанские, татары-сибирские, татары-астраханские. Есть субконфессиональное деление. Вот у нас на полочке лежат концы головного полотенца. Это татары-кряши. Они этнически могут быть поволжскими татарами, но при этом они православные. И, собственно говоря, их визуальная культура, их костюм, их одежда, вышивка, она действительно основательно отличается от поволжской вышивки. Поэтому мы решили вам не рисовать здесь карту, а просто разместить разные предметы разных этносов, далеко не всех, просто для того, чтобы вы визуально понимали, что мы вас не обманываем, татар много не разных. Мы с вами в зале Меде, нация Меде, наше все, даже можно так сказать. Напоминаю вам, что нас интересовал вопрос национального строительства, действительно. И здесь хорошо бы тоже рассказать, вот, например, на примере, вот этого вот предмета, стенных часов. Это часы из дома Шагабуддина Марджани. Этот человек, в общем-то, живая легенда для поволжских татар. И он, в общем, стоял у истоков определения себя, вот определения этноса себя как татар. Он написал первую историю, большое исследование. Вообще он был имам, человек просвещенный, человек больших знаний. Он написал первую историю, где соединил достаточно органично татарскую культуру и историю уже 19-18 века с Казанским ханством, с культурой Казанского ханства и с Болгарским царством. И таким образом достаточно удачно, прямо скажем, с точки зрения литературной, выдал, скажем, поволжским татарам готовую тысячелетнюю историю. И это был очень важный фактор. Почему? Потому что, как я уже говорила, татары себя не именовали, они были мусульмане. И вообще у этого слова была достаточно неприятная коннотация для многих жителей больших городов, например. Потому что, вот, например, в Петербурге в то время татары это были люди, которые занимались тем, что собирали старье и торговали этим на сенном рынке. Вот. И как бы понятно, что многие были в курсе подобной коннотации. Достаточно сложное было отношение к этому слову. Но благодаря работам Шагабуддина Марджани, не только вообще, вот эта неприятная коннотация, назовем ее так, перестала быть актуальной. Этнос научился гордиться своим самоназванием. Это потрясающая работа, на самом деле, для просветителей. А мы с вами находимся в зале промысла, который, наверное, максимально ассоциируется с субэтносом поволжских татар и с их искусством. Это, конечно же, узорные кожи, которые сделаны с помощью
собраны с помощью казанского шва, наши сапоги и замечательные туфли в том числе. Собственно говоря, я говорила о том, что нам было важно понять, что в городе происходило с промыслом и как промысел влиял на город. Вот про эту пару взаимоотношений. К концу XIX века в городской среде, в первую очередь в Казани, конечно, узорные кожи и этот промысел превращается в промышленную, в художественную промышленность, фактически. Как мы это определяем? Мы говорим, во-первых, о том, что очень немалые объемы производства. По отчетам с самого, наверное, конца XIX века, насколько я помню, если не начало 20-го, то ежегодный объем выпуска около 3 миллионов пар обуви. Ее, естественно, надо было куда-то сбывать. Никто просто так ее делать в запасы не будет. Кроме того, технологическое расслоение процесса. В Казани кожи краили, закройщик – это самый ценный человек для подобного промысла. В заказании отправляли вот такие вот наборы кож для того, чтобы женщины в артелях все это сшивали с помощью казанского шва, потом обратно возвращали в Казань мастерам, которые ставили обувные колодки. И дальше по распределительным центрам, назовем их так, как сейчас они тоже называются, эта обувь расходилась во все города и веси, во все крупнейшие ярмарки, в торговые представительства в Европу, и человек, потребитель, в тот период требовал сапоги казанской работы, в принципе, независимо от того, где он находился, от Петербурга до Тегерана. Каким образом вчерашнее сельское население, которое вот только-только формировало свои городские сообщества, свой традиционный промысел сделала такой вот международной татарской маркой на рынке? Это большой вопрос. Про это многие исследователи пишут свои работы. И версий, конечно же, может быть много. Очевидно, качество работы в первую очередь, прекрасного качества кожи. Вот эти вот старые сапоги музейные, они, мне кажется, наиболее показательны в этом плане, потому что уже достаточно долго хранятся. Вы видите, что кожа начинает подсъеживаться, насколько она тонкая. Я, как человек, который это все сама руками ставила, вам свидетельствую, что она просто вот как чулок. И при этом вы понимаете, что вот эти все элементы, которые мы видим, это элементы не накладные, а вточные. Соответственно, вот на этом сапоге десятки тысяч проколов для того, чтобы собрать вот эту композицию. В основе вощеная нить, сапог воды не пропускает при таком обилии проколов, тем не менее. И плюс простой и одновременно сложный казанский шов, который вообще никак невозможно автоматизировать, он всегда ручной, был и есть ручной. Вы сейчас можете заказать подобные сапоги в артелях в заказании. Кроме того, он еще и оконтуривает рисунок, придает дополнительной декоративности и сохраняет вот эти вот корни визуального кода татарского. Нужен контур. И этот контур, к тому же, еще и красив сам по себе. Сколько времени надевали? Вы знаете, тогда это сложно было задокументировать. Все зависело, конечно, от способности мастерицы. В целом, дама, которая вот сейчас умеет хорошо работать, она достаточно быстро все это кладет. Вот. И это вопрос, наверное, ну, то есть в зависимости, конечно, от того, сколько она будет сидеть за станком, потому что это тоже работа так себе. Вот. В принципе, это вопрос, наверное, не знаю, сейчас буду пальцем в небо, нескольких недель. Станок очень простой, он не менялся. Вон станок стоит у нас, это напольный станок, точно на таких же станках сейчас все вышивают. Ничего не поменялось. Рядом у нас настольный станок, это вот такая вот более простая система, которую еще в XIX веке преобразовали вот в такую. Два кусочка кожи кладутся вот между вот этих вот направляющих, нажимается педаль, они натягиваются, и все, дальше ты берешь шило, нитку, иголку и вперед. Как? Вот так? Там сложная история.
Там сложная история, там между двух кусочков кожи, вот это вот то, что вы видите, вот такие вот шарики, это собранные несколько раз нить, вот превращенная. Узелками в такую, какими-то. даже не узелками, просто спираль. Несколько намотано. намоток, которая затягивается с двух сторон, и вот эта вот намотка остается железобетонно в этом самом шве, потому что хранители говорят, что распустить это нереально. Вот. Кожа портится, а шов сам нет. Единственное, что он выцветает. То есть, если посмотреть изнанку, мы можем это сделать, но, к сожалению, не можем показать. Там вообще совершенно такие анилиновые цвета в некоторых нитках. Почему? Да, почему настолько популярны были предметы, кроме того, что это качественно, кроме того, что это красиво? Артельное производство давало возможность промыслу быть гибким. Про это я сейчас еще тоже буду говорить у нас на клубе, но если у тебя небольшое производство, не какая-то общая фабрика, потом морская фабрика из этого выросла в заказание, то ты можешь быть гибким с точки зрения спроса. Если ты хочешь традиционные сапоги, все, значит, у тебя будут традиционные сапоги. Если ты городская модница, а мы с вами смотрим на женские сапоги, вот только мужские, одни скромные черные. Если ты городская модница, тебе нужны модные сапоги на шнуровке, будут тебе модные сапоги на шнуровке. Если ты центрально-азиатская клиентша, и тебе нужны максимально яркие цвета, то самые яркие кожи, самые яркие нити будут, собственно говоря, для тебя. Если ты вообще, вот эта вся конструкция тебе в целом не очень чтобы близка, но симпатична, что называется, то будет вообще другая история. Вот этот вот раскрой к нам приехал из исторического музея, он незаконченный, но суть не в этом. Тут казанский шов присутствует, но больше идет задача от вкуса клиента. И поэтому здесь много вышивки, вообще нет цветов, это такой псевдорусский стиль, что называется, все, что хотите, только покупайте. И в принципе оно вполне себе хорошо работало. Поверх сапог, они традиционно мягкие, на мягкой подошве, то есть это все-таки вещи для хождения дома, одевались кауши. Их таких исторических каких-то прям совсем древних, к сожалению, у нас нет, обувь не очень хорошо хранится, но есть вот такие вот тапочки 19 века уже, которые зато повторяют конструкцию, инженерию каушей. Не сцепляется пятка с мыском, она никак не сшивается. Что это дает? Удобное влезание в тапки и такое же удобное из них вылезание. Потом подобная обувь стала любимой обувью русского помещика практически по всей Российской империи, и это были самые лучшие камевояжерки, то есть тапочки, которые ты возишь с собой. У меня много посетителей бывает, которые кто-нибудь обязательно скажет, что вот у моей бабушки были только такие татарские тапочки, и вот мы с ними... Вопрос можно? Да. Вот в сказках говорят, вот сапьяновые сапоги были раньше какие-то. Это как сейчас? Ну, собственно говоря, кожи выделывали не только здесь, хотя в Поволжье кожи выделывали прямо со средневековья. Это в русских сказках, сапьяновые сапоги, да. Ну, сафьян это тип кожи, собственно говоря, и в сапогах действительно ходили бояре русские точно так же, и сами по себе те сапоги весьма себе напоминали казанские. Это еще тоже открытый вопрос, связанный с тем, это брали из Казанской губернии, или это количество определенных мастеров, которое уехало в Кожевенную Слободу в Москве, или же это какое-то количество мастеров, которое уехало в Торжок и там делало. Вот. То есть версий много. Вот. Тут, как бы, к сожалению, это не задокументировано чаще, откуда сапог. Там торговой марки никакой нет, посему вот так. Зал, это выражение переводится по-разному. Терпение, выбрано здесь терпение, потому что это история про промысел вышивки, который точно так же стал художественной промышленностью. Такие же огромные были объемы. Купцы и предприниматели татарские в лавках азиатских товаров торговали как раз вот именно подобными вещами, головными уборами, сапогами и казанскими полотенцами.
которые были популярны у самых разных народов и этносов. Ничего удивительного в этом нет, это очень хорошая работа, достойная, золотошвейная и прекраснейшая ботаника, без каких-либо конфессиональных усилий, скажем, в этих предметах, поэтому вещи считывались просто как действительно достойные, дорогие, и покупались в качестве свадебных подарков, часто совершенно разными людьми. Но больше всего, конечно, дамы, что называется, разгулялись на головных уборах. Это уже чисто женская зона, но надо сказать, что при этом, допустим, мастерами-клетушниками могли быть и мужчины, но вышивка, ясно, женское пространство. Поэтому мы назвали терпение, но мне ближе перевод выдержка. Выдержка, безусловно, важна была для этого субэтноса и вообще для татар в целом, потому что я не знаю, как без выдержки можно было выдержать крайне сложную татарскую историю в составе Российской империи. Почему, спрашивают меня мои посетители, такой своеобразный головной убор? Вот к нам из этнографического музея приехал колпак, который носили многие дамы многих этносов, в том числе и русские. Это вполне себе практичная, удобная вещь, учитывая, что у вас много разных работ, у вас длинные косы, и нужно беречь свои волосы от того, чтобы они не испачкались. Соответственно, вот этот еще толстоватый колпак, Гульшат, который будет выступать сегодня, рассказывала, что она видела колпаки совсем тоньше, вот такого вот уровня, как 40-60 ден колготки, прям совсем тоненькие. Это, безусловно, тактильно приятно вообще, начнем с этого, и к тому же прекрасно тебя закрывает. Надевалось это все как шапка, косы убирались внутрь, и очельем закреплялась часть передняя, чтобы ничего никуда не девалось, и дальше ты, соответственно, жила своей жизнью, делала свои задачи. Татары сохранили форму, просто на этой форме шикарно, извините за это выражение, оттянулись с точки зрения декора. Вот как раз ушковая техника мозаики, вот этот колпак начала XIX века, это совсем новая вещь Луизы Фасхутдиновой. Техника сугубо поволжско-татарская, из мануфактурного материала, атласных ленточек, нарезаются микро-микро-микро маленькие кусочки, они собираются в ушко такое, складываются, и каждая прихватывается иголочкой до тех пор, пока не соберется вот такой вот 3D-конструкция. Собственно говоря, в условиях городского ритма и быстрых изменений мод, что вот видите, мы здесь не только колпаки, которые вышиты и собрали, да, мы собрали, допустим, трикотажные колпаки полосатого рисунка, очень модно это было в определенный период. Но кроме того, как видите, они начинают уменьшаться в размерах. Вот полноразмерный колпак, который одевается целиком на голову, как шапка, у него лопасть отпадает на бок, поэтому он орнаментирован только с одной стороны исключительно. Это все-таки история где-то вот первой половины XIX века. В середине, вот у нас уже дамы сидят, это где-то 60-е годы, колпаки уже не полноразмерные, они уже крепятся на теме, поменьше, вот такого вот размера примерно. Как видите, мода влияет очень активно. Был период любви к золотному шитью, в целом он и оставался, потому что тоже работа была очень хорошая. Рубеж веков колпачки совсем усыхают до маленьких размеров, и больше появляется интерес к искусственному жемчугу и вот вышивка стеклярочки, такими вот элементами. Вот у нас девушки там сидят, это вот рубеж веков, собственно. Все меняется, не меняется все-таки орнаментика чаще всего. То есть мы с вами все равно смотрим на букетные композиции, так или иначе, единичные цветы, цветы в букете, которые или заполняют, или шахматно распределяются по колпаку, но в любом случае остаются на своих местах. Что уникальное, мотив пера. Это только у поволжских татар присутствует вот такая история, вот этот вот изящный загиб, сохранение вот такой круглой композиции. Вот этот вот колпак с птицами единственный, который мы знаем в музейном собрании. Его еще Фуат Валеев описывал в своей работе, то есть это еще с 50-х годов. Новых я не знаю, но вот тем не менее он есть. Поэтому есть и животные иногда.
Ну и мужская территория, вот это девичий головной убор, а дальше все мужские тюбетеи. Самая свежая работа, мастеровые работы свежие у нас везде есть, в каждом зале. Это вот этот головной убор, тюбетей такой самый скромный, скажем, из всех. А вот эти все вам демонстрируют вообще все богатство и разнообразие декора для мужчин. Тоже они совершенно от девочек не отставали в этом отношении. Украшали самой разнообразной вышивкой, позументом, канителью, попроще вышивкой тоже. Поярче тюбетеи носили молодые ребята, потемнее, более пастельнее носили уже мужчины в возрасте. Мужчины активно страховали тюбетеи в страховых обществах, что, в общем-то, неудивительно, учитывая, у нас вот скромные, чтобы вы понимали, присутствуют. Вот. А отделка, в том числе драгоценными камнями, вполне себе присутствовала тоже. Вот эта вот система инженерная, да, феса, когда у вас тулья плоская и околыш высокий, это моды, конечно же, пришедшие из Османской империи. А традиционно тюбетей все-таки ближе вот к такой форме, тут вам сейчас еще Гульшат по этому поводу расскажет очень много всего, четырехклинка сверху чаще и тулья пониже. Это больше напоминает о прообразе тюбетея, который произошел от войлочного подшлемника. И здесь, что важно, простегнута вот эта вот вся часть, вот здесь она тоже простегнута. Я не буду говорить почему, потому что я уверена, что Гульшат про это расскажет. Просто обратите внимание, не хочу красть у нее ее эксклюзив. Мы с вами ходим все по городскому пространству, и посередине прям нашего пути попадаем в деревню. Казалось бы, нелогично, но на самом деле логично. Мы с вами в зале Анателе, язык матери это называется, но это метафорическое название. Наша задача здесь рассказать про то, что наши замечательные предприниматели и купцы, которые делали из промысла художественную промышленность, и благодаря которому, доходов точнее, с которого, отстраивали городское пространство буквально. Наши просветители, наши мастера и так далее, все они чаще горожане первого поколения. А значит, они родились и, возможно, даже выросли в доме у бабушки и дедушки. И вот это пространство, вот этот вот набор тканей, это то, что каждый человек несет в себе, как свою вот такую золотую шкатулочку образов и орнаментальных ощущений, как свой визуальный код. Вот это было важно. Зайдите, пожалуйста, внутрь, тут домик совершенно не кусается. Что здесь важно было? Еще рассказать про тот промысел, который не поехал в город, но который без города, если честно, не выжил бы. Это промысел узорного ткачества. Вот здесь мы собрали несколько узорных полотенец. Техники здесь разные. Собственно говоря, достаточно универсальные, не уникальные. Вот и бранное качество, закладное, многоремизное точно так же используется, как и у всех других народов. Почему город помогал? Потому что, несмотря на то, что городские ритмы захватывали людей, безусловно, и жизнь была немного другая. Понятно, что люди приезжали в Казань, в Уфу, Троицк, это были не пустые места, там жили русские люди, и, соответственно, контакт, тем не менее, строился. Жизнь бежала вперед. И у тебя мог быть очень, условно, прозападный дом, скажем так, и вот вообще пространство твоей жизни. Но при этом наступали особые ритуальные моменты. Праздники, свадьба, или вот Сабантуй, вот это 80-е годы 20 века, Сабантуй, Казань за Казанью. Нет проблем увидеть, какое количество ткани использовалось традиционно на празднике. Тебе нужно узорное полотенце. Где его взять? Заказать в деревне. И это, можно сказать, элемент внутреннего спроса в первую очередь. Когда городское пространство, городские татары поддерживают промысел узорного ткачества в виде домашнего производства. В целом он вполне себе вот в таком своем маленьком формате сохранился и до сегодняшнего времени. Это я точно могу сказать, потому что мы на Алексеевской фабрике в Заказании заказывали полотенце тканое для того, чтобы сделать один из элементов контактных в последнем зале мастерской. Вот.
девочки вполне себе работают. Ну и, собственно, вокруг мы воссоздали, так художественно, конечно, мы же художественный музей, воссоздали ощущение от пространства в татарском сельском доме. Для меня это такая метафора, что вот если вы придете в такой традиционный татарский дом 19 века, то вы, наверное, окажетесь как у бабушки в сундуке среди тканей узорчатых. Ткани будут сыпаться на вас со всех стен. Он металлический. Он металлический, деревянный. Деревянный, да, битый металлом, как положено. Полотенца будут висеть везде, это ясно. Естественно, будет завеса, которая будет отделять условно женскую зону от мужской, ну, скажем, зону больше связанную с готовкой, ближе к печи, от зоны парадной. Причем эти завесы могут быть самые разнообразные, будут ближе к потолку, или она будет целиковая, и такие, и такие. Подзоры, скатерти, бесконечные вышитые покрывала. Вот здесь у нас мы немножечко воссоздали нары, да, типичный такой архитектурную деталь, такая широкая, низковатая скамья, на которой, в общем-то, ели, спали, принимали гостей и так далее. Она, естественно, должна быть вся застелена. Мы тут в данном случае всю ее не застеливаем, потому что наша задача, чтобы вы экспонаты увидели хоть как-то. И одежда, конечно. Самая красивая парадная одежда точно так же будет украшать стены. И вот здесь мы выставили несколько фартуков, потому что интересно было тоже показать в том числе узорное ткачество. Фартуки в городе не носили, это чисто деревенская история для поволжских татар. Ну и самая бомба, как мне кажется, это здесь это платье, конечно. Вот. Платье вообще мишарское, но нам важна была конструкция, сама форма. Это рубаха, традиционное платье-рубаха, колмек. Вот только баска, как вы видите, сделана из фабричной ткани. Очень хотелось, очевидно, даме, да, быть чуть более городской, скажем так. А остальное платье самотканное. Вот только вот деталь, вот это замечательное, это как нашивное изю, вот как у наших дам. Оно вообще отдельное, да, но здесь оно прям вот вшивное, что называется, как есть. Что еще ценно сказать про это платье? Я не сомневаюсь, что вы прекрасно, гораздо лучше меня разбираетесь в узорном качестве, но что меня впечатляет? Мы с вами смотрим на красное платье, такое пурпурное, и для того, чтобы оно было красное, его основа синяя-синяя. То есть здесь у нас двухцветное качество, у нас одна нить красная, другая синяя. Вот, если вы посмотрите, вот поближе прям подойдете к нему, там достаточно, ну, как не сказать, что рыхлое качество, конечно, но ткань, через ткань вы синий цвет увидите. Но глаз... что была основа или полностью? А глаз фиксирует Ой, не только как мучайте меня, раз. пожалуйста. Хороший вопрос. Вот. Тут как ни крути, да. Все бывает по-разному. А почему рисунок по-разному расположен? А почему нет? Мне кажется, что в народном искусстве вообще не бывает симметрии, и это особенно прекрасно. Это создается постепенно. Это как-то часто, да, такова ситуация бывает. Вот во всяком случае с теми респондентами, с которыми я работала, когда ты задаешь, допустим, подобный вопрос, а человек вообще не понимает, что ты от него хочешь. Ну, то есть нормально. То есть вот так сложилось там, или так вот повернулся этот отрез, или еще что-то. Нет какой-то специальной задачи, Такой кусок. но Я нет вам задачи могу симметрию частично сохранить. ответить, потому что рукав направлен в эту сторону, а этот в эту. Ткань ткалась так, потом эту ткань разложили на два рукава. Рисунок, если вы посмотрите, вот здесь вверху идет ряд зигзагов, внизу Да. То есть просто, как говорится, это практично. Все достаточно практично, да, тут нет какой-то спецзадачи. Особенности кроя. Да. Меня больше поражает вот именно умение работать с колористикой. Это теория цвета, сейчас людей отдельно этому учат. А тогда это было завоеванием народной памяти, которое просто сохранялось из поколения в поколение. И наш глаз не видит синего, он видит яркий пурпур. И несмотря на то, что вещь, условно, второй половины XIX века, у нее прекрасная сохранность.
И этот красный невероятно яркий до сих пор. Ну да, ну то есть получается, что синий придает как бы синий оттенок, Еще больше красный. Усиливает красный. Да. И это совершенно потрясающая история. Вопросов нет. Мы с вами в зале красоты Рузелек. Это тоже важная ценность. Вообще, в принципе, для мусульманских сообществ, ну и для татар в том числе. Потому что я сейчас вот выработала себе метафору, чтобы быстро объяснять своим посетителям, что это такое. Говорю, что вы смотрите на трешку в центре и хорошую машину на самом деле, а вовсе не на женское платье. Потому что это вопрос социальной успешности мужчины решался через то, во что одеты его женщины. И это был момент, который мужчинами обсуждался с мужчинами. Это очень серьезная тема. Вот. Ну и женщина без ложки называется, почему бы и да. Татарский городской костюм был сконструирован фактически поволжскими татарами на основе своего традиционного костюма и был воспринят, кстати, многими субэтносами татарскими тоже. Видимо, достаточно удобной получилась конструкция. Тот же самый кулмек, вот у нас девушка сидит, вот она в конкретном прям вот городском костюме татарском. Платье, казакин или камзол без рукавов, вот они у нас вот здесь расположены, можно посмотреть, он сам по себе как драгоценность. И колпак, который вы уже видели, вот камзолы. Вот здесь сверху еще свешивается вещь, которую носило уже старшее поколение к концу XIX века, это орпек, головное покрывало. Вот за вашей спиной стоит бабушка, я ее просто обожаю, лучшая фотография нашей выставки. Замечательная нежнятина, вот если на нее посмотреть, у нее платье вообще полнейшее рубище, на самом деле, если вот быть чуть повнимательнее. Но при этом арпек неплохо сохранен. Очевидно, она для фотографа постаралась, достала его из сундука и шикарно его задрапировала. Это тоже отдельное умение, на самом деле, для татарской женщины. Дамы старшего поколения орпек чаще всего носили с меховой шапкой камчат-бурек из меха выдры. Но в музейных пространствах вот оно плохо хранится, к сожалению, поэтому показать камчат-бурек мы можем только на фотографии. Ну и вот эта дама, кроме платья, да, демонстрирует нам традиционный набор украшений. Это перевесь, хасите, накосник, в данном случае девичий, хотя дамы разные его носили, ну и так далее. Монеты. Больше всего присутствуют монеты в украшении. Это такая общеповолжская история. Страсть к монетам и к их нашиванию царила у разных народов. Это была прям, кроме шуток, большая проблема для российского государства в тот период, потому что большое количество денежной массы вымывалось в космос. Это не шутка. Вот. С одной стороны, благодаря этому процветал жетонный промысел. Там все-таки уговаривали вместо рублей носить жетончики. Там мы посмотрим внутри. А с другой стороны, поволжские татары, у которых было прекрасное наследие в ювелирной области, предложили штуку поинтереснее. Вот мы не успели посмотреть. И побежим с вами. Перевесь красивая. Бляхи намного интереснее, чем жетон. Вот жетонный у нас висит как раз накосник, да? Мало того, что разнообразие невероятное, техника всего подряд. Мало того, что можно нанести надпись, владельческую или подарочную, тоже изящно. И любой вкус будет удовлетворен, собственно говоря. Вот мы взяли бы 19, по-моему, штук, если не ошибаюсь, взяли бы 39, они все тоже были не похожи на себя. Традиционно кустари могли в деревнях целыми деревнями, да, мы сейчас идем, специализироваться на каком-нибудь одном типе украшений. Например, все мужчины делают накосники. Но в городе эта история уже не пройдет. Тут более взыскательный потребитель, тебе надо уметь делать разное, технологически в том числе. И посему в городе выделяется некоторое количество особо одаренных ювелиров, и ювелирный промысел в городских условиях превращается в авторское искусство, сейчас мы так это называем, когда мы идем покупать вещь от кого-то.
У него будет много подмастерьев, но не факт, что они станут такими же мастерами. Это чаще наемные технические работники. Особые секреты держатся в семье и наследуются, соответственно, от родителей к детям, и, кстати, не всегда к сыновьям, потому что некоторые технологические приемы выполнялись и женскими руками, вполне себе. Хасите. Посмотрим на него, полюбуемся. Как видите, здесь еще и рубли тоже сохранились, понятное дело, но с бляхами получается гораздо более художественной. Кроме того, эта вещь очень прагматичная сама по себе. Женщины в конце XIX века хасите уже не носили, но они получали его в качестве свадебного подарка, и семья начинала собирать бляхи для хасите чуть ли не с рождения девочки. Для чего? Это личная собственность женщины. Независимо от того, что случится в ее жизни, это остается с ней. Точно так же, как, например, и изю, верхние нагрудники, вот с той стороны, которые расположены, и центральная изю у нас приехала из этнографического музея, оно шикарно, оно целое, к нему нет вопросов вообще никаких. А изю из национального музея, вот там в углу, мы очень любим бархат, это материал с памятью, видно, что это не музейщики все срезали, это сложности жизни хозяйки этого нагрудника, которые, собственно говоря, отразились в том виде, в котором вещь попала в музейное хранение. Здесь тоже есть современные мастеровые работы. Вот номер 8, воротниковая пряжка, это работа современная, она уже сделана, решена в виде броши, то есть у нее глаз сзади. А остальные традиционные, они все разделяются на две части, подшивается каждая часть к полочке рубахи, полмэк, и посередине застежка. Крючок. Стирать-то как? Сшивать. И Это заново. как воротничок, ну да. Но это же рубашка для выхода. Понятно. Стирали ли ее вообще? Большой вопрос. Несколько раз в жизни можно. Да. конечно. Ну, это, конечно, для особых случаев, поэтому не так страшно. Тут буквально несколько проушин для того, чтобы зацепить нитками. Так что не обязательно вот это вот все. Так, несмотря на то, что оно женское, эта вещь должна быть в том числе демонстративна. Для того, чтобы мужчину могли оценить и его успешность тоже. Так что ничего удивительного в этом нет. Но массивность вещей обманчивая, чаще всего у них все-таки филигранная база, и благодаря этому они достаточно облегчены. Да. Ну, не сказать, что прям совсем легкие, как раз на его основе мы делаем наши войлочные ворота. Я бы сказала, приезжайте, приятно вас благодарить.